А в Карелии начались снежные гонки «Россия. Северный лес». На старт выехали именитые пилоты со всего мира. За 2 дня они преодолеют больше 300 километров. Об особенностях трассы расскажет Александр Иванов. На языке водителей экстремалов это короткие соревнования на участках протяженностью до 1200 километров. В этом году маршруты впервые проложили в холмистой местности севера России со сложными и вместе с тем интересными лесными дорогами. 11 стран, 39 команд. Это очень большая ответственность для Карелии. Мы постараемся, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Костюм пилота и штурмана – это как высокотехнологичные доспехи. В случае пожара в салоне авто они 3 минуты выдерживают открытое пламя. Все это проверяется очень строго на проверках, потому что это жизнь гонщика. Эти лишние секунды, которые выдерживает огонь, вот это вот все может помочь успеть гонщику вылезти из горящей машины и, собственно говоря, спасти свою жизнь. Победитель российского первенства 2011 года, участник ралли «Дакар» и наш постоянный зритель Антон Мельников спортсменом стал неожиданно для себя. По работе приходится часто ездить на автомобиле, иногда не по лучшим дорогам России. На них и тренировался. Говорит, в нашей стране многие водители могли бы претендовать на спортивный титул. Там все потенциальные гонщики. Думаю, если дать нормальную технику, то очень многие поедут и, так скажем, по крайней мере, за них будет не стыдно, я думаю, на любых международных соревнованиях. Сегодняшний заезд называется «Пролог». Маршрут длиной в 10 километров пролегает по непроходимым местам. Пилоты разыграли очередность стартов на гонке, которая состоится завтра. В ближайшие дни гонщикам предстоит еще 2 заезда. Причем сегодняшний в сравнении с ними просто разминка. Основной спецучасток для ралли растянулся аж на 160 километров. Александр Иванов, Андрей Бесфамильный, Дмитрий Иванов. Мир 24.